Дарья, мими, труса, гренки. Привет всем! Я вот так встала и хочу почистить зубы. Прикиньте, у меня, я не могу сейчас отвечать на сообщения, отправлять сообщения. Что еще делать не могу? Короче, много ограничений теперь у меня в Инстаграме. Я в шоке вообще, капец. Какая-то, постоянно какое-то окошко вылазит. Какое-то странное окошко, там что-то непонятно, что написано. Я вообще не поняла, что там написано. Вот такие вот грустные новости. Что такое? Я не знаю вообще, что случилось с Инстаграм. Что мне делать? Или меня хотят заблокировать, или что? Короче, я не в понятках. Если кто в курсе, что это за окошко и как мне снять эти ограничения, пожалуйста, напишите мне в директ. Ага, фиг тебе, напишите мне в директ. А как я прочитаю в этом директе-то? Доброе утро, Альбертик. Утро. Добрый день. Добрый. Мы теперь же на русском ведем, как ты хотел. Нет, что ли? Ладно, да. Чё? Ладно. По-русски говори. Вообще-то мы по-русски ведем. На улице еще темно. Шторы, друзья, не повешены до сих пор. Когда будем вешать шторы? Сегодня. Альберт Наильевич, а? Сегодня. Надеюсь, сегодня будем вешать шторы. На улице темно, друзья. Короче, друзья, сейчас я буду печь блины 3 сковородками. Вот, одна сковородка. Это икеевские сковородки. Блинницы. 2 и 3. Я всегда пеку 3 блинницами, потому что так быстрее. Дюбершаттер и блинчики готовы. Дюбершаттер это типа от слова тяп-ляп. А нет, не тяп-ляп. А от слова... Короче, не знаю. Блинчики буду делать тонкие, не дрожжевые, а на соли. Короче, взяла литр молока, муки не помню сколько, соль, сахар и сода, 1/3 чайной ложки. И чуть-чуть подсолнечного масла. И все. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ставлю гусани линкова сорваться. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Блинчики готовы! Посмотрите, какие красивые! Тонкие, красивые. Налетаем! Сама налетай сначала. Сама налетаю сначала. Самый первый должен кушать тот, кто пек блинчики. Я торопилась. Очень вкусно. Особенно вкусно с вареньем свекрови. Сейчас засадим в машину. Здорово. Здорово. С сегодняшнего дня я буду вести блог на русском языке. Не знаю, конечно, друзья, получится у меня вести блог на русском языке, но я хочу попробовать, потому что на одном месте, как говорится, как мне Альберт говорит, что я застряла. Надо выходить на российский уровень. Ты умеешь говорить по-русски? Кое-как. Альберт кое-как, я тоже кое-как. Мы все разговариваем с акцентом, кроме Азалии. Азалия, ты умеешь говорить на русском языке? Я прирожденный русский. Альет! Кто не в курсе, у нас Азалия ходит в спортивную школу на секцию волейбол. Начала заниматься спортом. И вот что она купила. Спортсменка ты наша. На коленнике, чтобы падать. Чтобы падать? Да. Ты будешь падать, что ли? Ну да. Уи! А это оранжевая штучка, что такое? Это гантель. Она 2 Гантель? килограмма, но она, кажется, не такой уж и тяжелый. А зачем одна, не 2 штуки надо было, что ли? А? Руку разрабатываешь. А? Одну руку разрабатываешь. 2 же вроде надо, ты гантель. Я хочу сначала посмотреть, это, мне кажется, какой-то легкий. Какие интересные. Раз брать, надо сразу 2 же гантели. С 2 же руками сразу работают. Ты, Альберт, ты что? Ты же бывший спортсмен. Не знаешь, что? Вот ты сейчас немножко припухлился и теперь не бывший спортсмен. Обиделся. Кто не в курсе, Альберт чемпион Нуримановского района что там, по лыжному спорту. Ну, не по лыжному. Такое бывает, да? Бывает, но не по лыжному, а у нас Шучу. Сегодня Альберт решил нам показать... Чего ты решил нам показать? Воду он нам решил показать. Нет, на самом деле у Альберта в родном районе, в Нуримановском районе, есть очень красивое место, и где выходит... Что это выходит там, Альберт? Источник красивый.
источник Красный Ключ, который, кто не знает, минеральная вода Красный Ключ разливают в Нуримановском районе. И мы поехали к ее источнику. Очень прикольное и очень красивое место. Друзья, мы вот подъехали к источнику Красный Ключ. Оказывается, не только мы одни решили посмотреть источник Красный Ключ. Смотрите, сколько машин. А нам надо дойти почти до горы. Мы приезжали сюда где-то лет 5 назад. Тут вообще даже дороги не было. И вообще никого не было. Грязище было. А сейчас рассказывают, что все оборудовали, все красиво сделали. Поэтому мы решили посмотреть и показать красоту Нуримановского района, откуда родом наш Альбертик. Короче, Бана, Достар, это вход в парк Красный Ключ. Здесь даже имеется карта парк Красный Ключ. Что-то там бювет с водой родника. Что это такое, не знаю. Родник Красный Ключ. Вот такая маленькая карта имеется. Короче, вы не заблудитесь. Но тут и заблудиться негде, потому что очень маленький парк. Народу очень много. Тем более погода сегодня очень шикарная. Вот такие маленькие беседки еще тут имеются, чтобы люди отдыхали. Даже вон игровая площадка для маленьких детей имеется. Что-то какое-то здание построили. Этого здания, кстати, не было, когда мы приезжали лет 5 или 7 назад. Не было вообще таких строений, абсолютно. Я же говорю, даже дороги не было. А вот и сам источник Красный Ключ. О, смотрите, какая вода интересного цвета. О, прикольно, да? Короче, бана достар еще банда Аскандар, мана визит-центр. Айнан кутер усахдем тем он тундахам. А еще, короче, друзья, тут открыли вот визит-центр. Визит-центр, я не знаю, что это такое. Скорее всего, это, наверное, типа кафе. Можно здесь подкрепиться, попить чай, кофе, если вы немного там проголодались или устали. Даже есть туалет. А раньше, говорю же, ничего этого абсолютно не было. Сейчас мы проходим через мост. Посмотрите, какая гора течет, все видно. Это источник Красный Ключ. Проходим через мост. И здесь вот все видно, смотрите, друзья. Вот он, минеральная вода, Красный Ключ, в свободном доступе. Пейте сколько хотите. Это что такое? Он даже написано, что такое. Турбина 2000, что-то такое. Основана в 1901 году. Короче, нашли, наверное, этот источник в 1901 году. Я так думаю, скорее всего. Ну и рассказывайте про свой родник Красный Ключ. Не посчитал, что в Википедии еще. Я знаю, что в Европе вторая. Что в Европе вторая? Самый крупный Франция, да? Ага, источник. Да, и вторая вот здесь у нас. Самый крупный, как Альберт Наильевич утверждает, в Европе источник. Второй. Первый во Франции. Первый во Франции, второй по величине в Европе источник минеральной воды. Да? Минеральный потом делают, обычный его родник, обычный родник. Ага. А чем отличается? Родников-то много. Чем ваш родник отличается вот этот вот? Объемом. Смотрите, какая-то голубая, она интересная цвет. Чем? Объем, это трамбит. Что объем? Объем, выброс воды. Короче, отличается, оказывается, тем, что какой-то объемом выброса воды. Я сама ничего не поняла, надеюсь, вы поняли. Давай быстренько Википедию прочитай, блин, не укрни, бабай. Сейчас вообще опозоримся. Мама, у тебя мама географ.
Надо было свою маму привезти с собой, потому что моя мама географ, она бы, наверное, нам все четко и ясно объяснила про этот родник. Один из крупнейших по дебету и величины родников в мире. Ну, что такое вообще дебет? Я, например, не знаю, что такое. Дебет это выход. Дебет – это выход. Да. И один из чего? Крупнейших в мире. Короче, крупный источник, Короче, самый крупный в России. самый крупный в России источник хорошей оздоровительной воды. Примерно так. Глубоко здесь. Представляете, раньше в этом месте люди купались, им разрешали купаться, а сейчас не разрешают купаться. Представьте, вот в этом месте, да, источники люди купались, и потом из этого делали минеральную воду, разливали бутылки и продавали в магазине. Я, конечно же, шучу, друзья. Это все шутки. Не верьте мне, не верьте ни в коем случае. Кстати, еще тут есть, плавают утки. Вон, они там за мной. Вам, наверное, ни черта не видно, но сейчас я постараюсь их показать. Знаете, почему эти утки здесь плавают? Потому что здесь вода теплая. Альберт, здесь вода теплая, поэтому утки не улетели к себе. Ну не замерзать, поэтому. Не замерзает. Ага. Утки решили, что им здесь нравится. Это место им очень понравилось, и они решили здесь остаться. Я так думаю. Вот как раз таки эти уточки и плавают, которые не захотели лететь в теплые края. Короче, вот, друзья, источник сам потом впадает, знаете, куда? Я сама не знаю, куда. Сейчас у Альберта спросим. Он местный абориген. Куда впадает источник этот? На Уфимку, река Уфимка. Река Уфимка. Вот там в реку Уфимку впадает. Да, Альберт Найриш? А дальше что расскажете нам про источник Красный Ключ? Ничего не расскажу, больше ничего не знаю. Короче, он больше ничего не знает, потому что все, что мог, вычитал в Википедии. Сейчас я, короче, друзья, вон туда спущусь и попробую воду Красный Ключ. Ой. Ой. Если я, конечно, здесь не упаду. Ой, бесмило. Ой, спустился, а как поднимусь, я не знаю. Но люди тут спускались. Видать, пробовать хотели воду. Но тут все заросло, как там, травой. Или чем там? Мох. Мох? Не мох. Какой-то травой. Смотрите, все тут заросло. Воду, наверное, никак не попробуешь. Но все-таки я решила попробовать. Вон там сейчас к краю пройдусь и попробую. Вода очень чистая. Сейчас мы попробуем водичку. Представляете? Она прямо с газом течет здесь, с газом. Уже готовая минеральная вода. Честное слово. Шучу, конечно же. Это неправда. Ну, вода на вкус обычная, как вода. Ничего особенного. Ну, для меня, по крайней мере. Мне так показалось. Вот у нас я, Залька, решила попробовать воду. Че, как водичка? Мягкая такая. Мягкая, да? Вкусная? Альберт, тебе? Ну что, Юмшак, это по-русски как? мягкая вода. Мягкая, как пук. Нуриманская водичка Красный Ключ. О, стихотворение! Я поэт вообще-то. Визит-центр, о котором я говорила ранее. Сейчас зайдем, посмотрим, что вообще там есть. О, друзья, тут, оказывается, даже есть музей. Представляете? Сейчас зайдем, посмотрим. Здравствуйте. Ой, такие прикольненькие. Эх, беляки, только не баша. Вот, друзья, тут типа, это не типа, а музей. Вот есть даже какие-то деревянные посудки сделали прикольненькие. Очень много для меда. Сувенирная такая продукция. Даже есть вот шаль.
дает. О, вообще прикольненько, классненько. Даже вон есть шерстяные носки, травы всякие. И информация про красный ключ здесь тоже есть. И смотрите, тут что еще есть. О, прикольно, вот что такое. Кто-то, наверное, делает из местных вот это все. Я нашла волшебные палочки. Вот, смотрите, есть разные волшебные палочки. Вот такие, тип-дох, тип-джу. Я думаю, это волшебная палочка. А что еще может быть? Смотрите. Здравствуйте, я волшебная палочка. Меня зовут Палочка Нуримановская. Ну, прикольненькая вещь вообще. Я так и не поняла, что это такое. Вот. Это, оказывается, ручки, представляете? А я думаю, что за палки какие-то странные. Дорогу осилит идущий. Вот, оказывается, вот такие прикольненькие ручки. Представляете, ма? Это ручки! Эй, возьмешь? Нет. Ну что, прикольно же, в школе будешь такой ручкой писать. 1 сентября, ля-ля-ля-ля-ля. Прикольно же, да? Зато ни у кого такой ручки нету. Слышишь, Заря, не хочешь что-то такую ручку? Ну, прикольно, да, вообще. На самом деле, очень много прикольных и красивых вещей. Вообще прикольненькие вещи. Я люблю, конечно, самые такие сувенирчики. Короче, мы из музея вышли, и сразу же здесь есть кафе. Сейчас зайдем, посмотрим кафе. О, вот такое маленькое, уютненькое кафе. Очень красиво оборудовано. Здесь у нас, как всегда, чмоки, чебуреки, короче, пирожки. Азарь, идем сюда. Горячий шоколад будешь? Горячий шоколад будешь? Я тебе горячий шоколад заказала. Выпечку, давай. Короче, мы взяли одну сосиску в тесте, один жульен, один курник и еще что-то. Набрали, короче, самые вредные пищи, потому что мы ее любим. Ну, у вас же нету супов, ничего, да? Попробуем жульен. Блин. Тесто недопеченное же, сырое. Блин. Да, у меня что вкусно. Жульен, короче, не допекли. Также, друзья, в Красном Ключе имеется своя горнолыжка. Вот есть даже здесь вроде прокат. Здесь берут билеты. И вот сейчас поднимаемся, и я вам покажу. Вот, друзья, смотрите. Своя горнолыжка в Нуримановском районе, Красный Ключ. Также есть катание на тюбинках. Гора, конечно, не как в Абзаково, но кататься можно. А, какая красота здесь. Я прямо не могу, как тут красиво. Насчет цен сейчас, друзья, я узнаю вот у инструкторов. Скажите, пожалуйста, нам насчет цен. По-моему, ботинки 300 рублей, а лыжи либо сноуборд 200. Крепление, комплект 500 около рублей. 500 рублей час. Это получается, а если свой комплект? Свой только за подъем? За подъемник заплатить? Сколько за подъемник? Там есть разовый подъем, есть часовой. Разовый? 70 рублей стоит. Короче, один раз подняться, друзья, на эту гору разовый 70 рублей стоит. А многоразовый? Или что это? Там на час, по-моему, на час 300, по-моему, рублей стоит. Или 200 с чем? 270, по-моему. За час 270, да? Или 260, да, что такое. Ага. Короче, друзья, и за один час вы заплатите, чтобы скатиться за эту гору, 260 рублей. Рядом с Уфой всего лишь, сколько там, 100 километров. Красный Ключ находится в Нуриманском районе, еще раз говорю. Приехал, покатался на лыжах, на тюбинге, сходил в этот, как там, источник, посмотрел. И все, домой, уехал домой. Спасибо большое.